Государство планирует увеличить суммы некоторых пособий. О каких выплатах идет речь и насколько им соответствует бюджет Фонда страхования Абхазии? Пообщаемся об этом с главой фонда Бакуром Бебе. Здравствуйте. Добрый день. Итак, скажите, пожалуйста, вот буквально на днях была информация о том, что выплаты на какие-то пособия увеличатся. О каких выплатах идет речь, на какую сумму все это дело увеличивается и что позволяет увеличить, скажем так, вот эти выплаты? Ну, исходя из прогнозов развития экономики Республики Абхазия, нами запланирован Фондом социального страхования и охраны труда Республики на 2023 год. Значит, запланирована сумма в размере 163 миллионов 902 тысяч рублей. Это, чтобы понимать, на 33% больше, чем в прошлом году, что составляет 45 миллионов рублей больше. В том числе от бюджетных организаций у нас практически где-то 40 и выше миллионов, от небюджетных, от коммерческих организаций, фирм и индивидуальных предпринимателей где-то 100 и выше миллионов рублей. Вот. Стоит заметить, что с 2011 года единовременные выплаты существенно никогда не поднимались. И вот только сейчас мы начали вот эти суммы, практически единовременно выплата по работающим родителям составляет с 13 тысяч рублей до 22 тысяч рублей. Неработающие родители, она была у нас 10 200 рублей. Сейчас мы ее хотим повысить до 17 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили сейчас о том, что из чего складывается. То есть раньше не было такой возможности. Это впервые получается так, что бюджет вдруг увеличился за счет каких-то поступлений, которые вы назвали. Да, вот знаете, есть один момент, если мы недавно опубликовали повышение этих всех единовременных выплат, были некие комментарии, тоже люди чуть-чуть, не осведомлены в моментах. У нас выплаты непосредственно с тех сумм работающих людей, граждан, мы аккумулируем. Вот сейчас есть повышение заработных плат в стране, да? Естественно, сумма заработных плат выше. И процент, поступающий к нам, мы его аккумулируем, мобилизируем средства, которые непосредственно у нас в задолженностях от организаций. Все это вместе, в совокупности, мы своими средствами, не получая дотации от государства, своими средствами пытаемся гражданам повысить, пособие. Увеличение доходной части бюджета позволит нам увеличить и расходы по выплатам пособий государственного социального страхования. Сейчас вы можете уже сказать, о каком количестве людей идет речь? Которым увеличат пособие, размер пособий? Тем людям, у нас непосредственно нашим участникам системы страхования, всем тем, которые непосредственно обращаемость, которая есть, да, мы никого не оставляем, мы всегда стараемся каждому непосредственно физическому лицу подойти по его проблеме. Так как вообще фонд социального страхования, он работает, чтобы понимать, только с юридическими лицами вообще по закону, с организациями, то есть с бухгалтерами на местах. Но так как у нас народ все-таки хочет всегда прийти и сам в этом убедиться, мы стараемся каждого принять, каждому объяснить, что какие моменты, какие повышения и в какие суммы оно выходит. Просто нас иногда чуть-чуть путают с собесом на местах. А это мы разные организации, понимаете. Вот сейчас я комментарий видел, то почему ребенку не с 500 рублей, а 1000? Но это не наши пособия, мы об этом говорить не можем. Есть пособия отдельные, которые выдает собес на местах, в администрациях, в районах. А так фонд социального страхования охраны туда занимается чуть другими пособиями. Надо просто понимать это, разбираться. Расскажите коротко. Еще раз напомните. Да, мы работаем участниками системы страхования. Это что значит? Человек, если работает, гражданин получает зарплату. С этой заработной платы от бюджетных организаций нам поступает 1%, в небюджетных 2%, коммерческих. Вот из этих сумм аккумулируем мы и стараемся выплатить и повысить эти пособия непосредственно по социальному государственному страхованию.
Скажите, пожалуйста, кто был инициатором вот повышения, скажем так, как-то вас, не знаю, Кабмин, да, правительство, руководство страны как бы обязало, плане, может быть, спросило, или вы сами были инициаторами? Нет, вы знаете, мы сами, как фонд, конечно, мы на свои средства сами опираемся, мы на это смотрим, и, естественно, всем коллективом прорабатываем, как в прошлом году, проверяем, как сможем в этом году, если у нас эта сила. Конечно, мы только своими средствами это все осуществляем. Естественно, мы заранее проверяем, смотрим, анализируем и пытаемся помочь населению в улучшении жизненного, понятно. Какие категории все-таки попадают вот под то, кто будет получать вот эти повышенные, скажем так, суммы пособий? По рождаемости ребенка, по уходу за ребенком. Вот единовременно по работающим родителям, чтобы понимать, раньше было 13 500, мы его подняли это пособие до 15 тысяч, сейчас пытаемся на 23 год до 22 тысяч рублей. Значительно. Да, то есть, значительно повышаем. По уходу за ребенком у нас такая статья есть. Было у нас 3 тысячи рублей. Мы ее хотим довести до 7 тысяч рублей, если обычным языком объяснять, говорить. Вот. Раньше еще мы подняли несколько категорий пособий, такие как, вот, допустим, если обычным языком говорить, то раньше вот за рождение двойняшек выплачивали как за одного ребенка сумму, а теперь мы сделали так, чтобы эти суммы, как за двоих детей платились. То есть, если было 3 тысячи матери за двух детей, сейчас нам будет получать 6. На 23-й год, получается, если с 3 было до 7, значит, она уже за двойняшек получит, естественно, ту сумму, которую мы повысим в пособиях. Скажите, выплаты начнутся непосредственно прямо с января, да? Конечно, бюджет принимается, Кабинетом министром, и мы все вместе, естественно, стимулирование материнства, рождаемости ребенка, стимулирует государство, Кабинет министров, мы совместно, все вместе, это, конечно, естественно, работаем. Вот кроме тех, что связано с детьми, какие-то еще есть? Мы сейчас, знаете, это демографический момент, связанный с рождением ребенка, по уходу за ребенком. Мы с этими статьями сейчас прорабатываем. В дальнейшем тоже, конечно, есть те статьи, которые непосредственно касаемо тех участников системы страхования, которые весь соцпакет, который должен необходим, мы, естественно, будем прорабатывать в дальнейшем. Скажите, пожалуйста, как вы рассчитываете, будет развиваться бюджет в следующем году Фонда социального страхования? На что еще вы хотели бы направить средства? Сегодняшнее повышение инфляции, всеобщее, это увеличение стоимости жизни, все это требует повышения пособий, естественно. И стоит отметить еще раз, что с 2011 года существенно эти пособия никто не поднимались. Сейчас стараемся, будем стараться в дальнейшем идти только наверх. Как вы сейчас считаете, это увеличение, оно покрывает сейчас инфляционную составляющую, или все-таки она превышает Нет, конечно, момент? Заработные платы, они повышаются, и рабочих мест больше, конечно, соответственно, и благоприятнее условия. Нет, вы не поняли. Я говорю, то есть люди будут получать свои выплаты. Понятно, что покроется инфляция, но покроет ли это выше инфляции? Останется ли у них сумма? То есть не будет ли все на прежнем уровне с учетом инфляции? Нет, конечно. Естественно, цены растут. Жизнь дорожает, и, естественно, те потребности, которые будут непосредственно от обращаемости к нам, мы будем выполнять, естественно, все эти процедуры. Помимо этого, еще есть некоторые процедуры, такие как санаторно-курортное лечение граждан, непосредственно работающих людей. Часто путают санаторно-курортное неработающих, обращаются к нам, но мы не можем средства людей работающих другие компетенции, мы чуть-чуть людям объясняем, они будет в следующем году, что из бюджета туда направляется на санаторно-курортное лечение людей, работающих, как вы выразились? В
во времена пандемии, всего остального, мы практически до 100, до 200 людей в общем отправили. Из них где-то 100 было работников медицинских служб. Мы направили на лучшие санатории Северного Кавказа, оплатили именно медицинским работникам. Была такая программа со стороны Кабинета министров, мы вместе прорабатывали, вот в лице Владимира Валерьевича Делба все, эта работа проводилась, и мы отправили в санаторно-курортное лечение медицинских работников практически по 100%. Мы плату не брали, в смысле, они полностью эти путевки за были работникам фонда оплачены за счет фонда, да. И вот стараемся вот так. Что в этом году? Кто будет в приоритете в этом году? 5 медики или... Нет, почему у нас в приоритете также учителя, почему у нас по районам мы Ну, тогда я спрашиваю, потому что медики тогда были очень сильно нагружены. Да, и, конечно, сейчас мы, люди это знают, мы практически звоним по районам, по деревням, именно вот учителей, вот людей, которые непосредственно работают на сегодняшний день, вот мы стараемся, сколько у нас средств хватает, мы все эти вот моменты выполняем. А это касается только тех, у кого есть профсоюзы, или может любой человек обратиться? Работающий, да. Работающий гражданин, конечно, естественно, если получает заработную плату на территории Республики Абхазия, конечно, он, соответственно, уже его оплата проводится в фонд социального страхования, и его суммы будут аккумулироваться в отношении, естественно. Какие-то новые маршруты, направления появятся в 2023 году, или наоборот, это сузится ареал, скажем так, поездок? Нет, что касаемо выплат, мы, естественно, будем все реализовывать. Что касаемо статей повыше, как вы имеете, да, что ввиду там еще больше. Ну, главное, чтобы эти статьи мы смогли выполнять на все 100%. Это было бы, конечно, прекрасно. Хотя эту работу мы провели в прошлом году. Мы практически на 120% Да, вы говорили, план, я не о том, я спрашивала, вот люди в прошлом году там и позапрошлом ездили в какие-то определенные санатории, сейчас они же остаются в списке или же какие-то другие места попадут? Все зависит от обращаемости. Мы отправляем на те же места, естественно, в эти санатории, но если по специализации, специализированно человеку или по роду его болезни, да, там нужно не какой-то отдельный санаторий, естественно, мы заключаем договора, мы проводим Удается, это, конечно, это без проблем. Скажите, на что еще будут направлены бюджетные средства фонда, бюджет фонда в следующем году, что вы еще планируете? Может быть, в этом году еще что-то не успели реализовать? Вообще, повышение уровня пособия, оно укрепляет авторитет государства. И мы будем способствовать повышению уровня жизни населения, стимулировать рождаемость и в основном, что касаемо демографии. Да. Спасибо вам большое, успехов в вашей работе. Спасибо. О бюджете фонда социального страхования мы общались с главой фонда Бакуром Беби, а также мы узнали об увеличении суммы выплат по некоторым пособиям, запланированным на будущий год. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.